Добрый вечер, город Якутск. Добрый вечер, дорогие наши зрители. 24 и 25 июня город Якутск праздновал Игэх Туймады. Уже третий год подряд в этой исторической местности, столица республики, отмечает свой национальный праздник. Именно здесь, по преданиям, наш предок Эллей провел первый Игэх. Давайте окунемся в атмосферу этого праздника. Игэх Туймады этого года был посвящен новому тысячелетию и веку, столетию знаменитого якутского эпического певца Сергея Зверева, году Олонхо и детского спорта. Потому и церемония открытия праздника была ярко театрализована, насыщена народным колоритом. Свыше 1000 человек было задействовано только на церемонии открытия. Хозяин долины Туймада, глава Якутска Илья Михальчук, по традиции въехал на праздничное Тюгюльге верхом вместе с председателем городского собрания Екатериной Никитиной. Благословил алгысом собравшихся гостей праздника директор Саха академического театра Анатолий Николаев. Игэх, посвященный году Олонхо, открылся театральным действом из Олонхо «Нюргун Батур Стремительный». Эта сокровищница мировой культуры была представлена впервые в 1957 году в Кремлевском дворце. Над местностью Юсхатын раздались голоса из того времени – певцов Анны Егоровой, Ильи Перевалова, Ксении Адамовой и других. Эти бесценные голоса из Золотого фонда якутской музыкальной культуры уверенно звучали на открытии Игеха нового тысячелетия. Преемственность поколений, сохранение традиций, обрядов, ритуалов – все это органично вплетается в век 21, в новое тысячелетие. По якутскому обычаю Илье Михальчуку, как главе рода, вручили жеребца. Затем хозяин Игеха водрузил символ главы рода на главную коновязь праздника. Исэх наших дней не отличается от его чистого, незамутненного цивилизации образца XVI века ярко выраженным проявлением языческой веры в силы природы. Всеобщее устремление объединяло и делало возможным саму жизнь, ведь рождение и обновление народ Саха связывал именно с приходом долгожданного лета. Обряды этого праздника утратили сакральное значение и приобрели театральность и все признаки хорошего шоу. На таком шоу выступают лучшие из представителей культуры и искусства нашего города. Здесь также возможны и дебюты. Время и место для этого лучше не придумаешь. Мы очень волнуемся, конечно, это первое наше выступление в таком большом мероприятии, можно сказать, но все идет очень хорошо. И мы все довольны очень. Организация очень хорошая, все, очень много народу из разных улусов. Со многими познакомились. С каждым годом зрелище становится все красочнее, ведь в одной только концертной программе участвует свыше 1500 человек. И эта цифра с каждым годом будет только увеличиваться. Впору задуматься о привлечении туристических фирм для продажи путевок на Исэх в странах ближнего и дальнего зарубежья. Самое главное то, что мы с вами вместе действительно третий раз после революционной истории нашего государства проводим Исэх на исконно своем месте. По преданию якутскому, легендарный Ляй провел здесь первый Исэх для объединения якутских племен. И после запрета на многие годы, в коммунистические времена проведения Исэхов как общенародного гуляния, после этого ряд проведения этих праздников в черте городской показал то, что можно организовать, но все-таки он исконно якутским праздником единения с природой не получится. И вот то, что мы третий год проводим здесь, и люди действительно отдыхают, общаясь с природой,
прикасаясь к ней душой. Я думаю, что это революционное решение. И вы правы, сегодня это не просто праздник чисто горожан, это праздник многих улусов. Сегодня на этот ИСЭХ приехали из 9 улусов. Я уверен в том, что когда мы уже накопили опыт его проведения со всеми якутскими нашими традициями, опытом организационным, сегодня это может привлекать много зарубежных туристов, значит, этнографов, значит, изучающих фольклор малочисленных народов. Мы будем отдыхать по своим традициям, а наши традиции будут всегда привлекать и туристов, и наших гостей не только из-за пределов города и республики, но и из-за пределов России. То, что для нас добрая старая традиция, для любого россиянина из средней полосы будет экзотикой, а для иностранца тем более. Чаще всего в Якутске можно встретить ученых и журналистов из дальнего зарубежья. Что они ищут, говорит Бейза Гудуджи, журналист из Турции. Мы решили снять здесь две программы. Первая посвящена шаманизму, а вторая посвящена просто Якутии. Мы расскажем о том, что здесь увидели. Больше всего нас удивило то, что мы объездили столько мест, были в нескольких улусах и не увидели ни одного якутского шамана. Во всех местах, где мы побывали, нам рассказывали, показывали театральные действия, но настоящего шамана мы так и не нашли. Найти настоящего шамана – задача непростая, а вот настоящего сказителя народного эпоса Олонхо – это пожалуйста. Среди них проводится даже конкурс. Олонхо также это очень зрелищный вид массовых театральных постановок. Это действие и стало одним из центральных в программе открытия ИСЭХа Туймады. По зрелищности и массовости культурным мероприятиям ничем не уступают спортивные. К этому добавляется еще и азарт. Игры Тыгына – это многоборье, в нем 7 видов. Названные в честь Тыгына, прославившегося своей жестокостью и хитростью, игры вселяют в их участников спортивную злость и некоторую неуступчивость. Такое обилие зрелищности должно сопровождаться соответствующим подкреплением. Трапезы – это тоже традиция. Обряд кумысапития также имела божественное значение. Сам подкрепись и духов местности, и огня не забудь. Кстати, надо отметить, что этот ИСЭХ удивил не только своей яркой программой, но и тем, что предпочтение горожане отдали все-таки своему национальному напитку – кумысу. Это я привез с озера гальяны. У нас и будут, понимаете? Это как-то очень традиционно, и она очень много достает. А вот я еще вижу, у вас бахла есть, да? Вы сами готовите? Да, бахла. Вот пьют кумыс, понимаете? И все в радостном настроении. А что вам конкретно больше всего понравилось? Организация это празднование ИСЭХа очень было красочное и очень обширное. И главное, очень много людей приехало, понимаете? Я никогда не думал, что у меня столько много земляков, понимаете? Я сам живу в Багане, но там уже вижу, там мало в городе, вот хожу по улицам, допустим, да, тоже их встречаю мало. Но тут глянул, оказывается, у нас много, у нас очень большая какая-то семья, понимаете? И что радует, что здесь очень много русских, понимаете, и очень много наших земляков, и мы как-то все как-то, как братья, встречаем, допустим, праздник лета. ИСЭХ стал местом встречи с друзьями и родственниками, и традиционно с солнцем, встреча с которым посвящена особая церемония. В этом году солнце ушло очень красиво, но на утро небо всплакнуло. Говорят, к урожаю, тоже народная примета. В соответствии с якутским летоисчислением, или, как утверждают некоторые ученые-культурологи, Новый год у нас наступает после национального праздника ИГЭХ. Кому-то это показалось странным и новым, а кто-то искренне обрадовался появлению своего якутского календаря. По крайней мере, давно стало традицией праздновать ИГЭХ в самый длинный день года, в день солнцестояния.
Нынешний юбилейный эгэх посвящен дню рождения известного поэта, таюксута и сказителя Сергея Зверева. Многим гостям праздника запомнилось открытие эгэха, его благословление. Говорят так, что как проведут алгыс, обряд освящения действия и места, а также поклонение богам, так пройдет весь праздник. И символ веры у народа Саха-Солнца наконец-то одарит людей новой энергией и силой. Особенно удался праздник фольклора. Все это время над местностью Исхатынь чарующе звучал хамус, пели таюксуты, своими рассказами увлекали слушателей сказители Олонхо, унося их в прошлое и бросая в трепет, описывая жизнь предков. В бурный экстаз и полную гармонию соединяли людей запевалы Агохая. В течение 2 дней компетентное жюри выявляло лучших из лучших. Все участники были достойны главных призов и поощрений. Но конкурс есть конкурс. Признание жюри и всего народа завоевали известный сказитель Олонхо из Горного Улуса Николай Тарасов, нюрбинский таюксут Лидия Васильева, хамусист-виртуоз Анатолий Чичахов. А победителем конкурса «Запевал Агохая» стал Степан Яковлев, который в трудной борьбе, сумев обойти более 30 участников, завоевал главный приз конкурса – холодильник «Стенол». Что ни говори, а жители и гости столицы эгэхом остались довольны. Наверное, сказалось умение людей устраивать себе праздники своими силами, не надеясь ни на богов, ни на солнце, сообща вместе преодолевать трудности и отмечать победы. Именно поэтому эгэх одновременно является праздником единения и дружбы народов. Конкурс Сахатангаха собрал народных мастериц и профессиональных модельеров. Сейчас за моей спиной стоят участницы этого яркого зрелища. Они волнуются, так как будут демонстрировать прекрасные одежды, созданные руками мастеров. Конкурс якутской одежды Сахатангаха продемонстрировал красоту и величие женщины, сохранение древних традиций. В этом состязании приняли участие как народные мастерицы, так и такие именитые модельеры, как Августина Филиппова со своей детской коллекцией, Айлана с театром моды и другие. Рукодельницы показали одежду, специально предназначенную для эсэха. Представьтесь, пожалуйста. Людмила Габышева. Мария Михайловна Наговицына. А расскажите, какие коллекции вы сегодня представляете? Это дети Белого Солнца и дети Джигай. У вас какая коллекция? Мы вместе, головные воли, А из чего они сделаны, очень интересно? из конской волосы. Полностью все головные уборы. Головные воли. А вот эти вот костюмы белые, это вы сами шили? Это я сама шила. А вы сами откуда вообще? Я в колледже торгово-экономическом колледже работаю. Красота и зрелищность моделей, выполненных руками женщин-рукодельниц, показывает, насколько велика любовь к своей земле, семье, детям. Сегодня в нашей республике материнство возведено в ранг государственной политики. Институт семьи начинает приобретать все большую социальную и политическую значимость. Обожествление женского начала отражено во всех мифологиях народов мира. В якутском пантеоне божеств женское начало занимает не последнее место. Жену Юрюнгаи Тойона называли Кюн-Кюбей-Хотун, то есть солнечная доброжелательная госпожа. О красоте эпической героини сказители не скупились в выражениях. У Хачелан Ко, героиня Олонхо Эрсотов, сквозь одежду тело просвечивало, сквозь кости мозг костей виднелся. А в Олонхо, не спотыкающийся Мельджусильный, сестра богатыря Аи, рисуется следующими строками. Когда покажется божественному солнцу, не видно тени ее. Если ступит на рыхлый снег, не видно следа ног. Если начнет кроить, не находит следа ножниц. Если начнет шить, не видно шва. Чудесная Сараламанко со светлым ликом, как белый камень, горящий с шипением. Образ любви и образ женщины всегда переплетались в многослойных структурах художественных произведений. Они существовали во времени и в пространстве, как вечные понятия якутской народной мудрости. Наше время – время пересмотра стереотипов, сложившихся годами. Есть и положительные тенденции, но заметны и отрицательные. Стихийный рост самосознания народов Якутии, тяга к возрождению многих сторон национальных традиций – процесс необратимый. Нужен ли культ женщины в современных условиях? В какой дозировке и на каком уровне? Такими вопросами задаются сегодня ученые и культурологи. И сами же отвечают: женщина спасет семью, семья укрепит нацию. Но женщина прежде всего сама себя спасет.
Такова природа ее предначертанности. Традиции народов Саха нашли свое отражение и в произведениях прикладного искусства. В этом году сами народные мастера выстроили свою беседку, где были представлены ювелирные украшения, шитье, гобелены, изделия из дерева и бересты. А как вас зовут? Шестаков Валентин Григорьевич. Валентин Григорьевич, вот здесь мы видим совершенно чудесные вещи, да? Вот сервиз, выполненный из туиска. Это вашими руками сделано? Да, это моими руками сделано. А Из бересты. расскажите, как вы делали все? Как делаю? Все руками делаю. Заготавливаю бересту в свое время, когда нужно. Вот, зимой делаю, когда делать нечего, делаю потихоньку. Вот. Также из корня березы делаю вот эти вещи. Вот, там, подсвечники, шкатулка, трубки, вот, и прочее. А скажите, вот сегодняшний праздник для вас это что? Вот большой праздник не только для меня, это вообще для всего якутского народа праздник, во-первых. Ну а я как в Якутии всю жизнь живу, значит, это и мой праздник. Рядом, в 2 шагах от беседки народных умельцев, расположился маленький павильон, где было тесно от желающих посмотреть на картины профессиональных якутских художников. Юрий Васильевич, какие работы на суд зрителей вы вынесли в эти праздничные дни? Арт-галерея традиционно во время цеха делаются выездные выставки. Вот, нынче выставили работы очень перспективной талантливой художницы Туяры Шапошниковой. И также наше старшее поколение Сексея Парникова работы есть. Есть Эдуарда Васильева, Николая Павлова и других. Сколько всего работ? Ну, работ, наверное, где-то 40-50, наверное, выставлено. А вот для вас, скажем, как для представителя якутской национальности, цех что для вас означает? Ну, цех это очень такой традиционный праздник. Конечно, цех ждут все якутяне. Вот, как бы это начало лета, как бы пора сенокосная начинается. И самый такой, как бы у нас очень короткое лето, и каждый якут радуется, видимо, когда вот лето наступает, да. И вот как бы самым таким явлением, праздником летним является цех. И все люди ждут вот это. И хотя работ было не так много, посмотреть было на что. Графические работы самого Юрия Спиридонова, батик Елены Атласовой, живопись Николая Павлова и другие работы именитых якутских мастеров. За 2 праздничных дня на выставке побывало свыше 3000 человек. Некоторые даже смогли приобрести на память об Игехе 2000 произведения искусства. Глядя на эти картины, они будут всегда вспоминать об этих летних днях. Спортивные состязания являются незыблемой традицией цеха, поэтому неудивительно, что на соревнования пришло посмотреть довольно много народу. В первый день проводились соревнования по 3 видам спорта – борьбе хапсагай, перетягиванию палки и национальным прыжкам. Самыми интересными оказались соревнования по хапсагаю, в которых приняли участие 15 борцов. Со стороны иностранцев можно отметить огромный интерес как к цеху в целом, так и к его спортивной доле в частности. Кроме албанца, участвовавшего в соревнованиях по хапсагаю, соревнования посетили только уже в качестве зрителей, наверное, все иностранцы, находившиеся во время цеха на территории нашего города. Причем они не только лицезрели происходящее, но и снимали на фотоаппараты и видеокамеры. Соревнования по хапсагаю выиграл Петр Табунанов из Татинского Улуса. Причем в последних 2 раундах Табунанов поборол Валентина Иванова и Петра Ефимова, заметно превышающих его как в размерах, так и в весе. В соревнованиях по перетягиванию палки приняли участие 7 человек. Победу в них одержал Евгений Сивцев. Во второй день праздника состоялись игры Дыгына, в которые были включены 7 национальных видов спорта. 7 спортсменов с разных уголков нашей республики боролись за новенький УАЗ. К сожалению, в соревнованиях не участвовали по разным причинам несколько сильных многоборцев. Как, например, Сергей Кузьмин, выигравший, кстати, 1,5 недели назад УАЗик на Исехе в мае. Николай Дьяконов, победивший на городском празднике 2 года назад. Иван Белолюбский, ставший абсолютным чемпионом в прошлом году, не был допущен по возрастному ограничению. С этого года действует новое правило. На соревнования не допускаются спортсмены моложе 25 лет. Белолюбскому же пока лишь 24. В качестве почетного гостя на играх присутствовал известный борец, вернувшийся из Белоруссии в родную Якутию, Николай Ципандин. Его, звенящего всеми завоеванными медалями, прямо принесли в ложу для гостей, предварительно совершив почетный круг, принятый у чемпионов. Первым в многоборье была визитка. Вначале 7 участников продемонстрировали свое умение езды на лошадях, а затем немного рассказали о себе.
Лучшим в этом конкурсе оказался Юрий Хабаров. В погоне за девушкой первым к финишу добежал Николай Максимов, который в прошлом году лишь чуть-чуть отстал от абсолютного чемпиона Ивана Белолюбского в борьбе за главный приз. В следующем конкурсе многоборья борьбе Хапсагай неожиданно, можно сказать, блистал Анатолий Баишев. От знаменитого спортсмена по перетягиванию палки такого удачного выступления в Хапсагае ожидали немногие. Баишев действовал одной тактикой – вероломной атакой, и его бои носили быстротечный характер. Льва Афанасьева, например, он поборол секунд за 15. Бои с участием других спортсменов длились куда больше. В национальных прыжках, в которых было 3 вида – кылы, клобах и стanga, победителем оказался Николай Максимов. По перетягиванию палки, разумеется, не было равных Анатолию Баишеву, бывшим уже абсолютным чемпионом по перетягиванию палки, а прошлой зимой проигравшим лишь в финале Николаю Колотко в абсолютном чемпионате. Можно отметить, что не все участвующие еще овладели техникой прыжков. Баишев, конечно, силен в борьбе Хапсагая и перетягивании палки, однако не смог совладать со своим весом и мышцами во время конкурса вертушки, не провернувшийся вокруг себя ни разу. Впрочем, как выяснилось позже, для того, чтобы выиграть автомобиль, ему надо было провернуться более 20 раз. Один из претендентов на главный приз Николай Максимов, участвовавший в конкурсе первым, смог сделать это упражнение 50 раз. Из оставшихся спортсменов этого результата добиться не смог никто. Юрий Эверстов, вертевшийся, если можно так сказать, последним, не стал тратить силы и остановился на цифре 22, когда стало известно, что он займет 2-е место в конкурсе. После этого стало ясно, что главный приз соревнований, автомобиль УАЗ, выиграет либо Юрий Эверстов, либо Николай Максимов. Последним в многоборье было поднятие камня, который надо было не только поднять, но еще и пронести. А весит он ни много ни мало 125 килограмм. Из претендентов на победу первым поднимал камень Эверстов. 8 пудов веса он смог пронести 14 метров 34 сантиметра. Максимову для победы в конкурсе необходимо было пронести камень хотя бы дальше этого расстояния. Однако он неудачно захватил камень, соответственно плохо взял старт, и было видно, что он вряд ли унесет камень дальше Эверстова. В итоге так и вышло. Расстоянием Максимова стала отметка 11 метров 40 сантиметров. А дальше всех камень унес Анатолий Баишев, 32 метра 10 сантиметров. Новенький УАЗик достался Юрию Эверстову, уверенно прошедшему все многоборье. Он лишь в борьбе Хапсагай не попал в призовую тройку, заняв в этом виде состязаний 4-е место. Всего на его счету 19 очков. Так что вполне справедливо, что абсолютным чемпионом стал именно он. Лишь на 2 очка отстал Николай Максимов, а 3-е место с 22 очками поделили Анатолий Баишев и Юрий Хабаров. Всем призерам достались призы. Хабаров получил спортивный костюм, Баишев музыкальный центр, Максимов спальный мешок, а также путевку в Китай. Оставшиеся спортсмены также не остались в накладе. Всем участникам компания «Аргыс» выдала страховые полисы, а также все спортсмены смогли утолить свой голод, который, можно сказать, они нагуляли за время соревнований, костью с мясом 9-летнего быка. Главный приз, как уже отмечалось, взял Юрий Эверстов. На своей новенькой машине Эверстов совершил круг почета. Антонина Николаевна, все, у кого мы спрашиваем, как прошел ИСЭХ, да, говорят, что очень высокий организационный уровень. На этом месте ИСЭХ проходит уже 3 года. Вот как вы лично оцениваете, как он в этом году прошел?
Я думаю, самая главная оценка – это оценка наших гостей. Главный гость – это наши горожане и гости столицы. И на самом деле вот мы проводим на этом месте 3-й год, и именно вот в этом году вот мы все организаторы получили именно полное такое удовольствие, полное удовлетворение, потому что воплотились буквально все наши замыслы, все наши программы. Во время вот 2 дней состоялось 24 больших и маленьких мероприятия. На площадках концертных, на ритуальных объектах побывало более 50 тысяч человек. Значит, и самое главное, что были и молодые, были и старики, были и совершенно маленькие детишечки. То есть, значит, совершенно шло разное поколение. И если старики передавали свой богатый опыт, то, я думаю, у цеха есть очень большое будущее. Скажите, пожалуйста, как вот эти обряды восстанавливались, традиции? Это же очень сложно. Кто вам помогал? Ну, во-первых, нам помогает творческая группа. У нас вот в течение 3 лет у нас работают, значит, этнографы, работают, значит, мы обращаемся, значит, к нашей научной интеллигенции. Вот наши специалисты буквально копаются в архивных материалах, восстанавливают, потому что обряд, например, поклонения Солнцу, обряд встречи Солнцу, это очень большой, значит, ритуальный обряд, и очень много таких, чисто таких вот моментов, которых бы нам, вот как вот коренным жителям, да и всем организаторам не хотелось бы допустить каких-то неточностей, чтобы это в будущем не повлияло вот на весь ход нашей, вот конкретно даже на нашу жизнь, да, потому что биография может быть испорчена, если мы что-то не сможем каким-то образом не соблюсти. Такое грандиозное празднество не обошлось без спонсоров. 30 предприятий и учреждений столицы с готовностью помогли организовать ЭГЭХ. Их имена вписаны в Книгу добрых дел администрации города Якутска. Среди них такие фирмы, как Копертехсервис, Хатуаз, ГУП Аэропорт Якутск, Золото Якутии, Рынок монет Тах, концерн Сахабулт и другие. Так, например, столичный филиал национальной страховой компании Росгосстрах Аргыс-Саха-Якутия провел на празднике среди жителей столицы и пригородов розыгрыш полисов. Было выставлено свыше 20 призов, в том числе и от местных производителей, таких как «Роса» и «Оском». Выиграли работники водоканала, медцентра, пригородного хозяйства «Хатасское». Золотой полис в сумме 5000 рублей выиграла школьница Мошкина Наталья. В общем, каждое из этих 30 предприятий приняло посильное участие и помогло в организации празднества. За 3 года проведения ЭГЭХа в местности Усхатын обрядовый комплекс разросся и похорошел. В этом году появился отдельный комплекс кумысопития. Отметим, что автор всего архитектурного комплекса Усхатын Вильям Федорович Яковлев. Его трудами, заботой, патриотизмом возведены и в этом году новые сооружения. Думаем, и в будущем местность Усхатын останется таким же красивым, ухоженным и чистым. На национальный праздник прибыли делегации из Америки, Франции, Англии, Турции и Индии. Для экологов, этнографов и искусствоведов ЭГЭХ – это богатая пища для творческих и ученых изысканий. Многие горожане сетовали, что солнце во время обряда опять не показалось. Тому причиной была погода. Однако, как сказали знающие люди, покажется светило или нет, оно все равно восходит, и божества с верхнего мира видят и слышат нас, людей срединного мира, нас, которые просят их не спаслать на нашу землю мир и изобилие, плодородие и благополучие. Якуты – потомственные скотоводы. Если пошел дождь, значит будет трава, а вырастет трава, будет и корм скоту и изобилие. Дождик во время праздника – хороший, добрый знак. Так пусть этот год принесет нам только добро.